Расширенное заседание парламентского комитета по правовой политике проходило с участием общественности. Оно было посвящено лишению российского гражданства, объявлению инагентами и депортации граждан Абхазии. Председатель комитета Дауд Хутаба сообщил, что на заседание были приглашены представители репатриации, Общественной палаты, МИД, СКБ, но последние не пришли на встречу. Несмотря на отсутствие представителей исполнительной власти, было принято решение провести слушание. Герой Абхазии Ливан Мика, лишенный российского гражданства в начале текущего года, в своем выступлении отметил, что никакой реакции на это от органов власти Абхазии не было сделано. Говорить о том, что мы можем обратиться в российский суд, а с чем? Если абхазская власть, которая допустила эту ошибку. Она же допустила эту ошибку, когда согласилась с принятием этого инвестиционного соглашения. Она допустила эту ошибку. Теперь вместо того, чтобы исправить эту ошибку, нас лишают гражданства и остальных факторы происходят депортации. И поэтому вот этот нюанс взаимоотношений, мы почему считаем, что это очень важно, позиция абхазской стороны как государства. Нам кажется, что именно отсылка к компетенции Российской Федерации неправильная. Она совершенно неправильная, потому что четко написано, что не взаимоотношения как граждан России у нас произошли эти события, а именно из-за событий в Абхазии. Поэтому, в конце концов, надо дать уже оценку этим событиям. Депутат Дауд Хутаба высказал мнение, что граждане Абхазии, чьи права были нарушены, должны сами обратиться в суд. О том, чтобы лишать вас гражданства, принято было не в Сухуми. Решения приняты в России. И сегодня говорить только об абхазской стороне, о том, что она сделает, мне кажется, это непродуктивно просто будет. Потому что решения принимаются в России, и, естественно, они отменяться тоже должны в России. Поэтому, мне кажется, все-таки вам необходимо подавать в суды. Другое дело, если вы собираетесь и вам нужно оказать необходимую юридическую помощь, государство обязано эту помощь оказать. И мы, я уверен, как депутаты, все, кто здесь находится, постараемся максимум усилий для этого приложить. Да, но все-таки хотелось бы, чтобы вы тоже в этом направлении работали. Общественный деятель Ахрабжани также высказал мнение, что исполнительная власть должна защищать своих граждан. Лишены гражданства, второго гражданства Российской Федерации, общественные и политические деятели Республики Абхазия с формировкой за дестабилизацию политической ситуации в Абхазии. При этом ни один орган государственной власти, в том числе с которым я имел честь общаться, и Министерство иностранных дел, не предъявили этим людям никаких претензий. Ни СГБ, ни юстиции, ни иностранных дел. Возникает вопрос, каким образом иностранное государство может предъявлять претензии к дестабилизации политической ситуации внутри страны, когда внутри этой страны власть не имеет никаких претензий. Вот сейчас, когда появились первые признаки этого, на мой взгляд, незаконного давления и вмешательства во внутренние дела Абхазии, давления на наших граждан, есть возможность, как мне кажется, достаточно просто и эффективно это парировать. Журналист Анал Хаши, который по решению российского Минюста был объявлен инагентом, сообщил, что будет оспаривать это решение. При этом он отметил, что хочет видеть поддержку от своей страны. Меня в пятницу объявили иноагентом, это буквально в 4-5 вечера. Уже к вечеру, к ночи этого дня мне сразу несколько адвокатских контор российских предложили свою бесплатную помощь. Я не знаю, какая мотивация может быть, но хотя там в документе отчетливо написано, что речь идет об абхазском журналисте и политологе. То есть ни одна абхазская власть до сих пор, ни один министр, ни один чиновник, никто не позвонил, не спросил, Инал, какая помощь нужна. Мне хотелось бы, чтобы какую-то поддержку сказал бы Минюст, пришел бы, спросил бы, Инал, ты наш гражданин, мы хотим тебе помочь с какой-то юридической поддержкой, да, то есть там какие-то права, омбудсмен у нас институт есть, тоже омбудсмен мог бы что-то заявить, то есть у нас, вот мы создали кучу институтов,
а внутреннего содержания нет. Есть... Председатель комитета по репатриации Вадим Харазия сообщил, что за последнее время 4 репатриантов, граждан Абхазии, были депортированы. Депутат Кан Кварча считает, что это недопустимый факт и нужно провести разбирательство. Никто из наших деятелей, великих мыслителей политических, которые при власти, все молчат. Что происходит, слушайте? Кто сдает нашу нацию? Кто сдает нашу страну? Спикер парламента Лаша Ашипа подчеркнул, что парламент будет обсуждать и искать решение, как выйти из сложившейся ситуации. Мы эти вопросы, конечно, будем обсуждать. Да. Что касается непосредственно деятельности центральных органов власти, и в том числе Министерства иностранных дел, я совершенно согласен, мы должны это обсуждать, и должна быть соответствующая реакция, хотя бы запрос, почему так произошло. Это так. Вот я, в частности, говорю о нашем коллеге Кане Кварче. Да? То есть это вот люди, которые обладают мандатом, наделены соответствующими полномочиями. Мы должны для себя разобраться в ситуации. В целом там, посыл понятен. Будем обсуждать с коллегами и думать, каким образом быть с этой ситуацией. Подводя итоги встречи, председатель парламентского комитета по правовой политике Дауд Хутаба сообщил, что проведет еще одно заседание, так как на встречу пришли не все приглашенные. Алика Трапшина Алгвинджи, Ахра Амичба, Абхазское телевидение.